В эфире информационный выпуск. Амши Окушара. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Первый международный. В Сухуми начался кинофестиваль, который имеет все шансы стать событием года. Добраться до горы. Абхазские паломники на Синае. Абхазская звездочка на российском льду. Маша Мархолия, участница ледникового периода на Первом канале. В Сочи прошло совещание двустороннего комитета на приграничном уровне под председательством министра внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба и начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимира Виневского. Во встрече принял участие статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, который отметил, что Россия придает большое значение всестороннему взаимодействию с Абхазией. Как отметил Гарри Аршба, сегодня уже с уверенностью можно говорить об определенных показателях и перспективах межведомственного сотрудничества как в направлении информационного обмена по оперативно-служебной деятельности, так и обеспечения общественного порядка на приграничных территориях. На совещании были обсуждены актуальные вопросы, связанные с налаживанием сотрудничества в области борьбы с преступностью, коррупцией, а также вопросы в сфере охраны общественного порядка и безопасности на приграничных территориях в период подготовки и проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу. Отмечая важность обсуждаемых проблем, стороны приняли решение об укреплении рабочих контактов. По итогам заседания подписан протокол рабочей встречи МВД Республики Абхазия и ГУ МВД России по Краснодарскому краю, который позволит консолидировать межведомственную работу по информационному обмену и противодействию преступности. Сегодня начал свою работу первый Сухумский международный кинофестиваль. Это первый кинофестиваль, в программе которого конкурс короткометражных игровых фильмов из 12 стран. Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Словении, Хорватии, Ирана и Марокко. В программе фестиваля представлен самый широкий спектр картин. Мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы, драмы. Для зрителей организованы специальные показы. Так, 3 апреля будет показан фильм «Коробка» Эдуарда Бардукова, а 4 апреля комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик». Оценивать киноленты предстоит международному жюри под председательством российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Анны Меликян. Победителям вручат призы, статуэтки и денежные награды. Награда за лучший фильм составит 200 тысяч рублей, за второе и третье место 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Также будут отмечены лучшие режиссерская и операторская работы, а также лучший сценарий и актер. Кинофестиваль будет проходить по 6 апреля в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми. На торжественном открытии кинофестиваля выступил президент Рауль Хаджимба. Это настоящий праздник для республики, для наших людей и для гостей, которые прибыли сегодня к нам принимать участие в этом фестивале. Уверен в том, что участники кинофестиваля продемонстрируют свои яркие таланты. И, несомненно, эта демонстрация даст возможность определить, кто лучше, а кто еще должен работать. Для нас важно то, что такого рода мероприятия проводятся сегодня у нас, в нашей стране. Здесь вот был показан киноархив. Абхазия славится своими возможностями и киноиндустрией. Просто некоторое время тому назад нас подзабыли. Но я надеюсь, что начало положено, и те фильмы, которые будут представлены здесь, будут предметом дискуссии для жюри и хорошим праздником для наших зрителей. Особую благодарность хотел бы я выразить организаторам этого фестиваля, Государственному комитету по молодежной политике, всем тем, кто содействовал тому, чтобы этот фестиваль состоялся. Ну, а те, кто принимает участие в этом фестивале, я уверен, уедут с теплом, вспоминая об этом фестивале и помню об Абхазии. И надеюсь на то, что фестиваль будет иметь продолжение в добрый путь и на долгие года. Спасибо.
Совещание по проблеме уничтожения мраморного клопа на территории Абхазии прошло сегодня в Очамчире. В мероприятии приняли участие представители Россельхознадзора, главы администрации сел, а также ответственные за решение проблемы. Репортаж Сарисмар. На территории Абхазии продолжается борьба с мраморным клопом. С целью оказать помощь в решении этой проблемы в нашу страну приехали около 50 специалистов из различных институтов, в том числе и представители Россельхознадзора. Ими был проведен мониторинг ситуации во всех районах республики. Ученые отметили, что в основном мраморный клоп распространен в Восточной Абхазии, и здесь необходимо в срочном порядке применить ядохимикаты. На нынешней встрече подробно были обсуждены все возникающие в ходе работы вопросы. Было отмечено, что работа проделана немаленькая. Также активно ведется и механический сбор мраморного клопа, что, безусловно, является большим подспорьем для специалистов. Были соответствующие поручения даны нам, главам администрации, городов, районов, сел и тому подобное. Насколько мы оперативно будем проводить те виды работ, которые определены по борьбе с мраморным клопом, настолько и успешно, скажем, мы будем тоже выглядеть, более себя обезопасить. В конце недели опять будет приемный день мраморного клопа. Опять наши россияне, друзья, приезжают с деньгами, готовы выплачивать. Это что касается ручного сбора. Что касается химической обработки чердаков и тому подобное, у нас есть еще одна неделя. Вот эту всю неделю должны посвятить этому. Потом пойдет второй этап. Касаясь решения ввести временное ограничение на вывоз товара из территории Абхазии в Россию, Хрипсджопу отметил, что нужно понимать, что эта мера необходима. Будет сделано все возможное, чтобы эти ограничения снять, отметил он. По словам заместителя директора Федерального государственного бюджетного учреждения Россельхозцентр Дмитрия Говорова, проблема действительно серьезная, и чтобы решить ее, необходимо время. Также он отметил, что необходимо обучать и привлекать к работе абхазских специалистов. У нас порядка 30 человек только нашего учреждения работало. Вот бригады сейчас в данный момент из Ростовской области во главе с руководителем филиала, Ставропольского края, Адыгея, Волгоградская область, Краснодарский край. То есть мы вызвали подмогу, посмотрели, какая ситуация. Ну, соответственно, и Россельхознадзора специалисты здесь работали. Численность его пока не может никто регулировать, то есть только человек своими руками может собрать и так далее. Но первое впечатление, вот то, что вот было, допустим, 1,5 недели назад и сейчас, вот я за эти последние 3 дня как раз объехал еще несколько районов, плюс мои бригады, представители, которые ежедневно докладывали, показывали фотографии, где как дела обстоят. Конечно, да, я хочу сказать, что где-то больше работа проводится и результатов, соответственно, больше, где-то послабее, но в целом во всех районах прониклись глубиной вопроса, понимают, что это дела серьезно обстоят. Население республики всячески готово помогать специалистам решить их проблему, отмечалось на совещании. Более того, плата за насекомых-вредителей еще больше подстегнула местных жителей вести борьбу с ними. Необходимо механическим способом собрать как можно больше мраморного клопа, пока он находится в состоянии покоя, говорят специалисты. Также было отмечено, что в эти дни в Российском научно-исследовательском институте специалисты изучают ген ДНК вредителя. Сарисмар, Растамур Гожба, Абхазское телевидение. По улице Картозия в новом районе столицы идут к завершению работы по замене ливневок. Буквально на днях после того, как земля осядет, рабочие приступят к укладке асфальта. Замена трубопровода на одной из улиц в новом районе столицы завершена. Буквально на днях завершится и работа по замене ливневок, проходящая посередине жилого комплекса улица Картозия на протяжении долгих лет во время даже небольшого дождя становилась непроходимой. Лужи, грязь, ямы. В этом году по решению главы администрации Сухума Адгура Харазия из городского бюджета были выделены средства на ремонтные работы на улице в размере 13 миллионов рублей. Сегодня работы ведутся. Новая ливневка по улице Картозия по расстоянию 800 метров. Но сами центральные трубы 640 метров уже выложены, вспомогательные ложим 160 метров. И все в этих ливневках положены решетки, как положено, 39 штук. На весь комплекс работ от замены труб до асфальтирования уйдет несколько месяцев. Все работы завершаются в установленный срок. Примерно через 1,5 месяца начнется укладка асфальта. Рената Шакая, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.
В первый день на пути к благодатному огню абхазские паломники поднялись на священную гору Синай в Египте. По преданию, именно на вершине этой горы Моисей услышал голос Божий и о 10 заповедях. О том, как проходило восхождение и о чем молились наши паломники, в репортаже Анны Гуния. Абхазские паломники тщательно готовятся к восхождению на гору Синай. Читают молитвы, просят сил у Бога. Сложный и долгий путь. Каменистая, крутая, местами узкая тропа вверх на 3000 метров над уровнем моря. Среди паломников люди преклонного возраста, как Елизавета. Ей 81 год. Она всегда мечтала с паломниками посетить святые места. И в этом году ее мечта сбылась. Самый маленький абхазский паломник Адам. Он уже не раз бывал в Иерусалиме. У Адама серьезное заболевание. Медицина здесь бессильна. Его мать Кама верует в Бога и каждый год вместе с Адамом посещает все святые места, не пропуская богослужения. Паломники устают, начинают читать молитву. Силы прибавляются и дальше в путь. Они помогают друг другу. Через большие усилия, силы воли, а для некоторых через слезы абхазские паломники поднимаются на вершину горы Синай. Здесь же начинается богослужение в храме, еще несколько часов на ногах, но Господь им придает силы. Богослужение проводят священники, отец Никита, отец Далмат и отец Вячеслав. Причастившись и поблагодарив Бога на рассвете, они отправляются обратно в монастырь святой Екатерины. Для абхазских паломников было важно подняться на вершину горы Синай, ведь именно там Моисей первый раз услышал от Бога 10 заповедей. Анна Гуния, Роберт Джопо для Амшейкшара, Египет. Наша новая звездочка уже на российском льду. Мария Мархолия, внучка знаменитого абхазского режиссера Михаила Мархолия, прошла во второй этап телевизионного проекта Первого канала «Ледниковый период. Дети». Перед выступлением Мария призналась, что хотела бы попасть в команду Татьяны Навкин, но после выступления ей пришлось выбирать из 3 судей – Максима Транькова, Илья Вербуха и Романа Костомарова. Мария выбрала Максима Транькова, который назвал катание фигуристки выразительным. Марии Мархолия 10 лет. Она занимается фигурным катанием с 3 лет. Ее дед Михаил Мархолия – известный в Абхазии режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусства Абхазии. Без сомнения, и в нашей стране будут внимательно наблюдать за участием Маши в ледниковом периоде. И мы от всей души желаем ей успехов. Абхазский государственный университет объявляет прием документов лиц, обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях страны, граждан Республики Абхазия, для поступления в Московский государственный институт международных отношений, университет МИД Российской Федерации по целевому заказу МИД Республики Абхазия. Направление подготовки: международные отношения – 2 места, международные экономические отношения – 1 место, международное право – 2 места. Профессиональное собеседование состоится 20 апреля. Прием документов с 23 по 30 апреля. По всем дополнительным вопросам обращаться в приемную комиссию АГУ. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром ливневый дождь с грозой. Со второй половины дня осадки прекратятся. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.